наступления абсолютно неожиданные. Невозможно предсказать, особенно если есть проблемы с разведданными, когда и где кто нападет. Это первое. Второе. Грузинское, так сказать, правительство, там есть разные группы влияния. Вот есть группа влияния, которая очень близка к Соединенным Штатам Америки. Вот президент Грузии относится, например, к этой группе. Вы знаете ее. И мы прекрасно знаем о том, что американские структуры, которые работают в Грузии, они ежедневно лоббируют тему нападения на Абхазию. Каждый день, представьте себе, приходят в кабинеты и уговаривают, что надо, значит, восстановить территориальную целостность Грузии, надо восстановить конституционный порядок, надо вернуть Абхазию и Южную Осетию. Это и посольство США, это и организация USAID, известная, которая несет разрушительную функцию на постсоветском пространстве, к сожалению, успешно с этим справляется. И вот они так работают. И откуда мы знаем, в какой момент кто какое решение примет? Наш долг общий готовиться к любым сценариям. Это наш долг перед памятью павших за свободу Абхазии. Мы не можем сидеть и надеяться на то, что какой-то грузин заявил, что он не собирается нападать на Абхазию. Я лично абсолютно не верю этим заявлениям, они не стоят бумаги, на которой они распечатаны. Поэтому нам всем нужно коллективно готовиться к разным сценариям. Посмотрите, как вспыхивают конфликты на постсоветском пространстве. Посмотрите, одна точка, вторая, третья. Это же о чем-то должно говорить. Поэтому нужно очень внимательно к этому относиться. Пожалуйста.